Совершенствование налоговой системы – давно ожидаемый запрос. В обществе часто поднимались разговоры о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы налоговая ставка зависела от уровня дохода налогоплательщика. С 2001 года в стране действует так называемая плоская шкала – единый подоходный налог в размере 13%, вне зависимости от уровня зарплат. 23 года эта система не менялась. Новый законопроект – это выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы. Это был запрос общества. Все мы хотели, чтобы как бы увеличился налог, подоходный налог, в том числе, значит, для богатых, и кто там получает большую зарплату. В принципе, значит, для основной массы, конечно, людей этот налог, в общем-то, не повлияет на их доходы. Потому что сегодня в России, к сожалению, так сказать, 200 тысяч рублей в месяц – это зарплата, с которой потом уже будет прогрессивный налог взиматься. Для большинства работающих налоговая нагрузка не изменится. Люди с низкими и средними зарплатами будут платить те же налоги, что и раньше. Повышение коснется лишь тех, кто имеет высокие доходы. Но и для них нововведение не станет обременительным. Итак, что предлагает Министерство финансов России? С ежемесячным доходом ниже 200 тысяч рублей остается прежняя шкала – 13%. Свыше 2 миллионов 400 тысяч и до 5 миллионов в год налоговая ставка составит 15%. Далее до 20 миллионов – 18%, до 50 миллионов в год – 20%, свыше 50 миллионов – 22%. Но важно отметить, повышенные ставки будут распространяться не на всю сумму дохода, а только на ту часть, которая превышает обозначенные пороги. Налоговые изменения не коснутся большинства предприятий малого и среднего бизнеса, а для обрабатывающих предприятий предусматривают и вовсе снижение нагрузки. Совершенствование налоговой системы делает более понятно деление на малый, средний и крупный бизнес. Стоит пояснить, для предприятий с выручкой до 60 миллионов в год, а это 96,8% бизнеса в России, ничего не изменится. Также и самозанятые не почувствуют поправок. Что поменяется в упрощенной системе налогообложения для бизнеса? Для дальнейшего развития малого бизнеса предполагается поэтапное увеличение порога для применения УСН. Такой подход, по мнению авторов, позволит предпринимателям плавно встроиться в общую систему налогообложения и масштабировать свои предприятия. Предполагается увеличить порог УСН по доходам до 450 миллионов рублей. И основным средствам, по остаткам основных средств, до 200 миллионов рублей. Где-то звучала цифра даже 300 миллионов рублей. С одновременным введением обязанностей по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей. Но здесь эта обязанность уплаты НДС коснется только 3,2% предпринимателей или субъектов предпринимательской деятельности, которые работают в упрощенной системе налогообложения, поскольку 96,8% предпринимателей имеют выручку до 60 миллионов рублей. Параметры справедливой налоговой системы долго обсуждались на площадке Государственной Думы в ходе экспертного совета бюджетного комитета и парламентских слушаний. По итогам общественных дискуссий предлагаемые меры оказались даже более мягкими, чем предлагали участники обсуждений. Мировая практика сегодня говорит о том, что очень многие страны сегодня живут именно по прогрессивной шкале налогообложения. Например, во Франции там до 35% налоговая ставка увеличена, в Италии до 43%. У нас в России предлагают более мягкие меры. Самая максимальная ставка – это 22% на сверхдоходы свыше 50 миллионов. И на самом деле это справедливо, когда люди с меньшими доходами платят меньше, а люди с большими доходами платят более высокие налоги. Главное, чтобы те люди и предприятия, которых коснутся эти изменения, понимали, куда будут направлены средства от поступления доходов.
А все средства от налоговых поступлений будут направлены на социально-экономическое развитие регионов. В первую очередь на исполнение национальных проектов «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь». Что это подразумевает? Будет увеличено финансирование строительства дорог, жилья, школ и детских садов, мер поддержки бизнеса, науки и высоких технологий. Инвестиции в здравоохранение необходимо увеличивать поддержку регионов с низкой рождаемостью. Позитивный эффект от формирования более справедливой налоговой системы коснется всей страны. Принятие изменений сейчас гарантирует стабильность на ближайшие десятилетия. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган.